с приобретением независимости встал вопрос о создании национальной валюты. Инфляция была большая, да? И чтобы как-то оградить, уйти от, получается, рублевой зоны, необходимо было создать свою собственную валюту. Три тиеновых номинала и три сомовые номинала. Это 1 сом, 5 сом и 20 сом, 1, 10 и 50 тиенов. Здесь защитные элементы были минимальные, то есть надо было быстро изготовить и выпустить в обращение. Параллельно, когда готовилась первая серия, уже готовилась вторая серия. Эти банкноты, в принципе, не уступали западным аналогам. Здесь уже именно по защитным элементам, уже сложные защитные элементы, которые в то время, это 94-95 год, практически очень трудно было подделать защитные элементы. В третьей серии уже защитные элементы уже современные. На то время уже на рынке высокозащищенной печати вышли уже современные, очень хорошие защитные элементы. И все эти защитные элементы были внедрены на третьей серии. На 5000-м номинале используются самые современные на то время защитные элементы, так называемый Spark, который в циркуляционных банкнотах на нашей банкноте было впервые использовано. И наша банкнота была номинантом лучшей банкноты мира.